Вітаю вас! З вами Крим Реалії та я, Катерина Некреча. Сьогодні у випуску. Переслідування у Криму знову обшукали і затримали кримсько-татарських активістів та їхніх дружин. Рішення Меджлісу у 2014 році про співпрацю з окупантами було помилковим. Ексклюзив з Ільмі Умєровим. Нові обшуки. Цього тижня працівники ФСБ прийшли до кримсько-татарських активістів об'єднання «Кримська солідарність». На адмінкордоні з Кримом затримали жінок, дружин заарештованих фігурантів так званої справи Хізбут-Тахрір. Подробиці з Криму від Антона Наумлюка. Сотрудники полиции совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности провели целый ряд оперативно-розыскных мероприятий в Симферополе и Бахчисарае. В результате двум активистам, у которых проходил обыск, были представлены обвинения в распространении экстремистских материалов в социальных сетях. По мнению следствия, еще в 2012 году они опубликовали на странице своих социальных сетей символику партии Хизбут-Тахрир, запрещенной в России. Нам удалось приобщить исследовательское заключение кандидата исторических наук Дмитрия Дубровского о том, что Хизбут-Тахрир не имеет официальной символики, что Хизбут-Тахрир использует общеисламскую символику. И я думаю, эта экспертиза, она дала нам такой фундамент, скажем так. Один из активистов был арестован на 15 суток административного ареста, второму был назначен штраф в размере 2000 рублей. Одновременно с этим вечером на границе в районе Армянска произошел инцидент. Российские пограничники задержали 7 девушек, жен фигурантов дела Хизбут-Тахрир. Они возвращались из Херсона, где оформляли украинские документы для своих детей. На протяжении 7 часов их допрашивали, обыскивали, отказывались отпускать. Одной из девушек стало плохо, она упала в обморок, и 2 раза приезжала скорая для того, чтобы оказать ей помощь. Только вмешательство адвоката и внимание СМИ смогли исправить ситуацию. Все девушки были в результате отпущены, сейчас они находятся дома. Антон Наумлюк, Крим, спеціально для Крим Реалії. Вільний Ільмі Умєров. Але він каже, що про такі звільнення не просив і готовий був відсидіти 2 роки ув'язнення за свою позицію. Крим – це Україна. Зараз кримська влада, призначена Кремлем, звинувачує Умєрова у співпраці у 2014 році. У ексклюзивному інтерв'ю він розказав нам, чому пішов у владу в ті часи. Політичний в'язень та один з лідерів кримсько-татарського народу Ільмі Умєров відповів на болючі і гострі питання про Меджліс. Когда вам стало известно о том, что вот готовится такая фактически спецоперация для того, чтобы вас передали Турции, а потом Украине? У меня были гости дома из Москвы, сотрудники ФСБ, которые рассказали о том, что есть договоренность между президентом Турции и президентом России. Остается лишь небольшая формальность, нужно написать прошение на имя Путина о помиловании. Я категорически отказался. Они пытались меня немножко шантажировать, примерно как в советские времена это выглядело. Вот смотрите, вас Чубаров и Джемилев кинули, вы будете находиться в тюрьмах и колониях, а они ездят по миру, шикуют, живут в Киеве, живут в дорогих отелях, пьют дорогой кофе. Если бы вы знали, что вас посадят на самолет в Россию, а потом в Турцию, вы бы согласились выйти? Я бы отказался. Я точно знаю, что я бы от этого отказался. Когда я поднялся, я увидел, что там 1,5 представителей каких-то спецслужб, и Ахтем Чийгоз уже сидит в салоне. То есть его раньше подняли. Сразу возникла мысль, что, наверное, куда-то в Россию сейчас отправят, потому что я отказался от помилования, то есть я не согласился на вариант, о котором договаривались президенты. И поэтому у меня мысль возникла, что вытащили из больницы для того, чтобы отправить в какую-то колонию, то ли в Сибирь, то ли в какие-то другие регионы. Тем более, когда эти 2 представителя приходили, они, угрожая, говорили, что в Харт попадешь, это Ямало-Ненецкий округ,
Когда вам сказали или вы как-то поняли, что происходит? Когда поднялся в самолет и увидел, что сзади сидит Ахтем Чийгоз, я попытался подойти поздороваться, но меня немножко грубовато даже остановили. Сказали, не смотри в ту сторону, не дергайся, не делай попыток, иначе, несмотря на ваш возраст, положим лицом на пол. Через некоторое время, когда я попросился в туалет и проходил мимо Ахтема, по-крымско-татарски сказал «Селям алейкум, достом», «Здравствуй, друг». И это шипение еще раз повторилось, что вы сейчас совершили очень грубое нарушение, только из-за вашего возраста, из-за вашего состояния здоровья мы не применяем к вам силу, не вздумайте еще раз повторить. Когда российские войска, тогда еще их называли зелеными человечками, появились в Крыму, и был разговор о том, что должны быть квоты, что 30% крымским татарам во всех ветвях власти должно принадлежать. Почему не удалось найти какого-то согласия? Решение, о котором вы говорите, 30%, на самом деле там 20% было оговорено, квоты в исполнительных структурах, признание Меджлиса, и еще некоторые пункты. Это был документ, который был принят 11 марта, то есть до референдума. Это была еще автономная республика Крым, Украина. И у нас было и юридическое право, и моральное право договариваться с этим парламентом. То есть попытка сосуществовать, попытка сотрудничать, попытка влиять на ситуацию, влиять на ситуацию изнутри, нами была предпринята. Вот я, например, в то время работал главой района. Первое время мне казалось, что полезнее находиться внутри, продолжать исполнять обязанности главы района. И первое время это в какой-то степени получалось, используя свое влияние, свой авторитет. Я от некоторых вещей оберегал, если не весь район, то, по крайней мере, его крымско-татарскую часть. Я категорически выступил против присоединения, против проведения референдума. Но самое главное, я делал политические заявления, оставаясь в роли чиновника. И сейчас бы вы также поступили? Тогда действительно все было очень сложно, и очень много вещей было непонятно. Иногда казалось, что Обама сейчас пригрозит Путину пальчиком, и все вернется на свои места. А неделя за неделей шли. Почти 4 месяца, которые я отработал после аннексии, я не предал ни Украину, ни свой народ, ни самого себя. Ленура Ислямова и Заура Смирнова, которые пошли в исполнительную власть. Как вы думаете, спустя столько времени, стоило ли это делать? С позиции сегодняшнего дня я могу сказать однозначно нет. Не надо было этого делать, но в то время у нас были немножко другие ощущения, немножко другие мысли. Из этих же самых соображений Меджлис большинством голосов делегировал во власть, в новую уже власть, 2 своих представителя. Это было не признанием, а продолжением борьбы. Просто на тот момент мы так чувствовали ситуацию, что, внедрив туда 2 своих представителей, мы будем на что-то влиять. Но если вы знаете, Ленур проработал всего 28 дней и был уволен, а Заур превратился в коллаборациониста, в предателя и уволен через 3 года. У вас возможность общаться, как я полагаю, с депутатами, может, с европарламентариями. Рассматриваете ли вы это как такой момент, может быть, влияния или распространения информации о крымских татарах и о ситуации в Крыму? Если так случится, что я буду находиться постоянно в Киеве, скорее всего, я именно этим и буду заниматься. У меня почти 20 лет стажа госслужбы. У меня 1-й ранг госслужащего Украины. Наверное, достаточно опыта и влияния
чтобы работать и с депутатами, и с членами правительства, работать над какими-то документами. Найду я себе применение. Я очень люблю свою семью, своих детей и внуков. Хочу находиться рядом с ними. Ну и, соответственно, я очень люблю свою родину и свой крымско-татарский народ, ради которого я готов на все. Спасибо вам за это интервью. И я вам, конечно же, желаю, чтобы вы провели время в Германии, поправили свое здоровье и вернулись к себе домой, к своим родным и близким. Есть, конечно, у нас слабые моменты, но они все объяснимы. Ну вот вы же спрашивали, Меджлис продолжал работать, сотрудничать уже с новой властью, давали кандидатуры. Я сам 4 месяца продолжал работать. Но это было вовсе не от того, что мы хотели приспособиться, а это было от того, что мы хотели влиять на ситуацию. Я говорил, ну, годик протянется, и все вернется на свои места. Больше они не протянут. Но они уже 3,5 года протянули и еще не собираются. Но надо сделать, чтобы они собрались. Далі у програмі «Крим реалії» ви дізнаєтесь. Російські граблі Зубкова. Чому прихильнику анексії тепер не до вподоби російський Крим? Я сьогодні чувствую себе недочоловіком. Патріотичне виховання. Чому історики в Росії видають поразки за перемоги? Это, конечно, не история, это политика. Тепер за 3 роки у Криму він почуває себе недолюдиною, хоча був палким прихильником анексії. Чому чоловік, який ручкався з першими особами України, перебіг на російську сторону? І чому тепер Росія не випускає його з півострова? Дивіться прямо зараз. Мы очень надеялись, что выйдем из этого административного болота, из этой украинской трясины. Я чувствую себя ущемленным человеком, я сегодня чувствую себя недочеловеком, к сожалению, в российском Крыму. Я так думаю, что в ближайшие 100 лет я буду невыездной. Російські судові пристави на півроку зачинили Олега Зубкова у Криму. Причина – оце кафе. Воно працює, але не введене в експлуатацію. Усе це колишня військова частина. Будівництво тут почали у 80-х. Зубков купив землі 2006 року. Деякі споруди добудував, деякі відновив з руїн. Тепер у нього вимагають документи на будівництво 80-х років. Але їх навіть в архівах немає. Российское законодательство не предусматривает оформление этого здания, иначе как через снос и строительство нового. Но посмотрите на это здание, капитальное, красивое, причем под ним расположено бомбоубежище, которое предназначено для прямого попадания 150-килотонной атомной авиабомбы. Я должен его снести, взорвать, для того, чтобы поставить новое из-за одной какой-то бумажки. Вибору Зубкову не залишає кримська влада. Саме та влада, яку він вітав на броньовику. Саме цій владі він обіцяв дати 60 левів, щоб та не пустила на півострів міфічних бандерівців. Если будет команда выйти за пределы парка и пополнить ряды самообороны, то мы это обязательно сделаем. Пан Зубков – палкий прибічник об'єднання Криму з Росією. От так він пояснює, чому підтримав російську весну. Мы очень надеялись, что выйдем из этого административного болота, из этой украинской трясины. Потому что я видел в этом восстановление исторической справедливости, я видел в этом развитие Крыма. Він відкрив перший в Україні приватний зоопарк. Ялтинську казку відвідував навіть президент Віктор Ющенко. От він із шимпанзе, а от з ведмедиком. Господар зоопарку не цурався й опозиції. Був радий депутату Шуфричу. Приезжал просто погулять, посмотреть. Один раз был вместе с ним, а потом уже приезжал с другими, приезжал со своими сыновьями, потому что эмоции, которые мы получали, они, конечно, великолепные, позитивные. И хорошо, что есть такие места.
4 роки Зубков був депутатом кримського парламенту від БЮТу. Тоді з рук прем'єрки отримав бенгальську тигрицю. Тимошенко залучала її у предвиборну кампанію 10-го року. На честь Юлії тварину назвали Тигрюлею. Захистить наше майбутнє. На жаль, ми не тримаємо контактів з цією людиною, але я хочу сказати, що ми проти репресій, які застосовуються проти українців в Криму. Треба все світу і Україні зробити, щоб Крим був деокупований. Коли президентом став Янукович, а не Тимошенко, у Зубкова з'явилися нові друзі. Званим гостем на відкритті парку левів Тайган був регіонал, тодішній кримський прем'єр Анатолій Могильов. Еще один объект привлекательности Крыма, еще один объект, который привлечет к нам больше число туристов, а приезжающие к нам туристы оставляют тут денежки. Це було у квітні 12-го року. За кілька місяців пан Зубков вступає у партію регіонів. Спускають на гальмах його карну справу про захоплення земель військової частини. Я не вижу альтернативы партии регионов. Тратить время на то, чтобы быть в вечной оппозиции, я не вижу смысла. Я увидел очень мощную организационную структуру, и поэтому хочу сегодня конструктивно работать в составе правящей партии. За рік після анексії він уже збирався увічнити російського президента. Решил заказать 3 памятника Александру Суворову, Екатерине Великой и Владимиру Путину. Ну, я очень люблю памятники. Не вийшло. При Росії Зубкову дорого привозити скульптури з Китаю. Йому не дають нові землі для розширення парку левів. Воду з найближчого водосховища відкачали, бо її не вистачало на сході півострова. Свиней, що мали піти на м'ясо хижакам, спалили через африканську чуму. Я вынужден защищаться бесконечно в судах. 157 судебных заседаний мне пришлось посетить в прошлом году. И уплатить 3,5 миллиона штрафов. Він заявляє, зоопарки «Казка» і «Тайган» хоче забрати кримська влада. Есть в Крыму люди, заинтересованные получить этот очень высокодоходный бизнес. И очень многое, что делается руками власти, как раз с тем, чтобы этот бизнес перешел в другие руки. З кримським політологом погоджується українська правозахисниця. Мовляв, яскраві й незалежні бізнесмени на півострові зайві. Жертва ли он? Он сам начал играть по этим правилам. Но, видимо, он не думал, что это применят к нему. Да? Он не зависит от власти, он создает продукт, который живет сам по себе и окупается сам по себе. Зачем это надо? А кримська влада звинувачує Зубкова, що той щокроку порушує закон. Жорстоко поводиться з тваринами та навіть зі співробітниками. За побиття сторожа він отримав 3 роки умовно. Есть и фотографии потерпевшего, как его избили, нос сломали и электрическим шнуром от кассового аппарата избивали, вся спина в порезах. На моей руке не хватит пальцев, сколько было законных оснований обратиться в суд с санкцией прекращения закрытия парка на 90 суток. Но мы не сделали этого ни разу. Мы заменили это штрафом. Олег Зубков отримав російський паспорт, але й український припас. Я не отказался от украинского гражданства. Я хотел бы получить еще и биометрический паспорт гражданина Украины. Я чувствую себя ущемленным человеком. Я сегодня чувствую себя недочеловеком, к сожалению, в российском Крыму. Якби ще раз постало питання про статус півострова, Олег Зубков навряд чи проголосував за російський Крим. Він готовий залишити півострів і перевести колекцію тварин в іншу країну. Олександр Шевченко, Мустафа Алієв для Крим Реалії. Перемоги чи поразки? Одразу після анексії у Криму запровадили новий фестиваль «Історичний». Щороку там розігрують героїчні бої російської армії з різних епох. Яку історію показують кримчанам, дивіться у сюжеті. Кримська війна у розпалі. Видовищне свято патріотизму. Я 4-й раз в Крыму. Чи пропаганди. Это, конечно, не история, это политика. Тисячі людей радіють перемозі російської армії із глядацької зали. Мільйони перед телеекранами.
От Древней Руси до Великой Победы сквозь эпохи. Русские в меньшинстве, но Севастополь все так же неприступен. Аутентичность и достоверность – главные требования к участникам. Після анексії у Криму з'явилося нове свято – фестиваль на Федюхіних висотах. Цього року покази на кількох майданчиках Київської Русі, Красное солнце спускалось над морем, війни в Афганістані і Другої світової. В целом, вот таким вот образом советские десантники планировали высаживаться, там, куда их пошли. Особлива увага дітям. Кожний майданчик підготував для них свій інтерактив. Та найбільша увага до головного дійства – реконструкції Кримської війни 1853-56 років. Російська армія успішно відбиває атаку союзних військ. Другу так само. Тріумфальна перемога росіян. Ворог відступає. Мы вам показали эпизод неудачной попытки штурма Малахова кургана. При поддержке артиллерии вышли, стреляли, получили доблестный отпор от русской армии и откатились назад, утаскивая за собой раненых. Потом вышел сержант, помахал платочком, получилось как бы перемирие, забрали раненых, поулыбались друг другу и разошлись. Саме так і було, за виключенням того, що Росія врешті програла битву і союзні війська взяли Севастополь, каже кримський історик. На його думку, особливість цих реконструкцій – вибірковість. Особенность реконструкции заключается в том, что отыгрываются очень локальные вещи, из которых может создаться неправильное впечатление. Можно отыграть успешную защиту 4-го бастиона и не отыграть поражение на Малаховом кургане, но в конечном итоге Севастополь был взят именно с падением Малахового кургана. Цьогоріч глядачі побачили суцільні перемоги російських військ у битвах 19-20 сторіч і в Афганістані, і в Другій світовій, і в Кримській війнах. Організатори виправдовуються, поразки теж показували раніше. У нас фестиваль достаточно объективный, и мы показываем историю, как она была. Допустим, в прошлом году мы показывали штурм Малахова кургана. Это третий штурм, на котором французские войска взяли Севастополь. Вообще вся российская историография сводится к тому, что да, мы, конечно, проиграли, но мы так героически сражались, что можно считать это за победу. И вот под таким соусом это и подается даже в современных российских учебниках. Чомусь на історичному фестивалі, де головним дійством стала оборона Севастополя у Кримську війну, ані слова не сказали про те, що чверть війська Російської імперії складали українці. Мовчать і про долю кримських татар. Український історик вважає, що це робиться навмисно. Росія займається саме таким вибірковим цитуванням своєї історії, власне, вибираючи тільки ті моменти переможні, які можуть показати її як сильно, могутньо, нездоланно. І, власне, це є причиною, чому так багато уваги приділяється, до прикладу, в Другій світовій війні, яка представляється як Велика Вітчизняна війна, тому що це одна з небагатьох воєн, напевно, єдина війна в ХХ столітті, яку Росія чи Радянський Союз, відповідно Росія, його правонаступниця, виграла в ХХ столітті. Подивитися на суцільні перемоги без поразок в інтерпретації реконструкторів, за підрахунками організаторів, прийшли близько 25 тисяч людей. Приїхали навіть учасники з-за кордону і материкової України. Разом зо 20 чоловік. Приезжали ребята с Харькова, я знаю, Днепропетровска были, без таких проблем приезжали. Плюс были иностранные участники с области Савоя, по-моему, 12 человек было, они занимаются реконструкцией на Крымскую войну. Было 3 человека из Чехии и, по-моему, 4 человека из Болгарии. Я вчетверте в Криму. Не дивлячись на те, що сьогодні нас було не так і багато, зазвичай, коли в нас реконструкції в Італії, нас більше. Та все ж нам дуже сподобалось. Було чудово. Минулого року фестиваль на Федюхіних висотах назвали найкращим заходом патріотичного виховання в Росії. Та на досягнутому організатори спинятися не планують. До 2020-го обіцяють побудувати на цьому місці цілий історичний парк. Головна задача – приваблювати туристів і опікуватися вихованням кримських дітей. На це планують витратити $1 мільярд. Це близько 450 мільйонів гривень.
Назар Ситник, Анастасія Бабкова для Крим Реалії. З вами були Крим Реалії та я, Катерина Некреча. Побачимося за тиждень.